Я не дирижирую музыкантами, я просто их подключаю. Как говорится, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Ну, естественно, не бывает идеального концерта. Я на самом деле не музыкант. Расскажите историю создания лейбла, пожалуйста. Почему вот вы однажды решили, я хочу свой лейбл? Чего? Ну, мы определенное количество времени работали с разными звукорежиссерами на разных студиях. И в 2012 году у нас возникла идея, они построили свою собственную студию. Давай громче. Потому что нам хотелось объединять вокруг себя больше людей, писать больше интересной музыки и помогать другим людям писать интересную музыку на татарском языке. Вот. А как говорится, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Вот мы сами построили студию, начали записывать самые разные альтернативные проекты на татарском языке. Ну, первое, что мы записали, если не ошибаюсь, это был Yummy Music Band, причем у нас тогда еще пела Гузель Минакова. И один из, наверное, рэп-синглов либо Итифака, либо Шакура и Киру. Мы сейчас репетируем новую программу Ильгиза Шахразиевой и Зарины Вильдановой вместе с музыкантами Yummy Music Band и Исламом Валеевым. Он пишет большую часть аранжировок для них. И вот как вы видите, у нас сейчас такой более электронный состав. Они играют более электронную музыку, но тем не менее мы играем ее вживую. Мы готовимся играть в Альметьевске на фестивале «Каракуз». И Ильгиз с Зариной будут одними из хедлайнеров, которые будут закрывать этот фестиваль. У них наконец собралась полноценная музыкальная программа, которую можно играть на фестивале. Это универсальная студия, во-первых, мы ее используем как репетиционную базу. И главное место, где рождается музыка, это на самом деле репетиции. Все произведения начинают звучать вживую, доводятся до ума и обретают свою финальную живую форму, как это будет звучать на концерте. К вам обращаются вот молодые артисты? Или вы их как-то сами привлекаете? Как процесс вот этот происходит? Да. Не сказать, что они прямо обращаются, то есть мы сами чаще всего выступаем с инициативой, если мы видим кого-то талантливого, интересного, мы просим прислать нам весь материал, мы слушаем, даем советы, и чаще всего даже записываем что-то у нас на студии, либо помогаем со сведением, помогаем с изданием какого-то трека. И в этом году, каждый год появляются 2-3 интересных артиста, певца. Для этого существуют такие конкурсы, как Минтатор Силяшем, где любой молодой музыкант может подать заявку и пройти отбор на выступление на большой сцене. Есть ряд мероприятий, допустим, которые мы делаем в сотрудничестве с Министерством культуры. Особенно самые крупные, наверное, наши мероприятия, такие как Таткультфест, Таткультлаб и прочее. Скажите, пожалуйста, вот сколько стоит в среднем, допустим, я хочу записать трек какой-то, приду к вам на студию звукозаписи, и сколько это будет стоить? Ну, у нас цены средние
казанские. То есть не слишком дорого, не слишком дешево. То есть в среднем показания, и у нас можно записать голос на песню и свести его за где-то примерно 4-5 тысяч рублей. Но у нас еще очень много работы по написанию аранжировок для наших собственных проектов. А у Поэтому, вас их сейчас сколько, вот по счету, например, если вы вспомните, конечно? ну, где-то можно штук 10, наверное, насчитать. Күп нәрсәгә хәрәкәтсез тәгел нәрсәдер кирәкшен булуын кунакка килгәндә чиста галош я пычрак Я сегодня был в магазине «Сияние», мне потому что друзья на день рождения подарили 2 сертификата и на пластинки. И я сходил сегодня, пополнил свою коллекцию пластинок альбомами 2 моих любимых певиц. Это Робин, шведская певица, которая делает очень интересную старомодную электронику, но она звучит очень по-современному и модно. И Жанель Моне, это американская инди-поп, наверное, певица, в музыке которой смешиваются старомодные фанковые ритмы с современными электронными инструментами.